зрители! Рад вас приветствовать на этом Иисусском фестивале. В этом году открытие нашего концерта посвящается Надару Викторовичу Чанба. Юбилей 70 лет. И вообще роль в истории Абхазии Надара Викторовича Чанба очень важна, и подробно будет об этом говорить наша ведущая, заслуженный работник культуры Республики Абхазия Селия Ивановна Цергуш. Как всем известно, наш фестиваль – это мост между народами, да, это диалог между культурами, где мы все вместе встречаемся в прекрасном городе Пицунда. У нас есть возможность музицировать в таком особенно духовном месте, в присутствии храма. Приезжают к нам артисты из разных стран, тем самым мы демонстрируем всему миру, что у нас все хорошо. И также я очень хочу поблагодарить в первую очередь всех наших артистов, которые приехали к нам. Это лауреат конкурса Чайковского, Рахманинова, народный артист Российской Федерации Александр Князев. Также к нам приедет заслуженный деятель искусства Российской Федерации, и также заслуженный артист Абхазии Александр Соловьев. И также государственная хоровая капелла Абхазии, которую мы третий раз принимаем в нашем фестивале, традиционно уже. Да, я считаю, что это локомотив нашей абхазской музыкальной культуры. И также, конечно же, я хочу выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам. Благотворительный фонд Хипо Ливарсный Берзмала. Огромная благодарность им, потому что на протяжении всего нашего фестиваля достаточно активно поддерживает. Также помогает нам искать новые пути. Также меценат Ислам Радинович Агрба, я думаю, что вы все его знаете. И также санаторий Сапшитовая роща в лице Геннадия Давидовича Айба и Дмитрия Григорьевича Арцева. И также хочу отдельно выразить слова благодарности нашим спонсорам. Это Руслан Джокова, всем известный как Пуся. Хочу также отметить главу администрации Галского района Константина Эдуардовича Пили и главу Национального банка Абхазии Славы Баратели. И также я очень рад тому, что здесь присутствует руководство нашей страны. Да, и после вот тех известных событий я хочу выразить благодарность, что вы присутствуете на нашем концерте. Так скажем, что было, да, разумение общих усилий мы смогли исправить. Благодарю вас. Лыптия Хатырского асысца, а классика музыка бзиевыца, бзилы шаби, хашахвает, ахпат пипицунда, жарка музыка фестиваля. Ехиды хайпшара и цирдуруапсу композитор, а дирижер, ацарауи, арцевен, обснужный артист Надар Чанба, южа башуксай хацра, ядхуру. Ухабиха программа чейши дахдалут жанр рацала ейлу и уипшим анта курзея прицес и алкау композитор Икцамтаба. Добрый вечер, уважаемая публика. Мы рады приветствовать вас на открытии третьего Пицунского международного музыкального фестиваля. И вновь своды этого величественного храма собрали здесь людей из разных уголков мира, несмотря на границы и запреты, войны и катаклизмы, выполняющие общее для них предназначение – служить музыке, служить своему слушателю. Автор идеи, руководитель проекта, уроженец Пицунды, молодой музыкант, достаточно известный уже в Абхазии, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, а ныне дирижер Государственной хоровой капеллы Абхазии Барас Худжва. Фестиваль пройдет в 4 дня, а сегодняшний вечер посвящен 70-летнему юбилею выдающегося абхазского композитора, дирижера, кандидата искусствоведения, доктора философии в области музыки Оксфордского университета, члена-корреспондента Парижской академии музыки Арарат,
профессора Сеульского университета Асан Йен и Абхазского государственного университета, видного общественного деятеля, народного артиста Абхазии Надара Джанова. Творческое наследие Надара Викторовича весьма разнообразно по жанрам и тематике, но хоровая музыка в ее духовном контексте является наиболее соответствующей его стремлению к воплощению больших философских и этических идей. Ярким примером такого рода произведений является абхазский реквием, посвященный памяти жертв Кавказской войны. Масштабность произведения, глубина художественного замысла, несомненная художественная ценность поэтического текста поэтессы Гунды Сакания, органичная глубокая связь с архаичными пластами абхазского музыкального фольклора, смелость и оригинальность музыкальных решений и безусловная общенациональная значимость основной идеи произведения позволяет признать абхазский реквием одним из ярчайших явлений новейшей истории абхазской культуры. В сегодняшней программе также одно из духовных сочинений Надара Джанова, тоже, кстати, являющееся результатом яркого творческого союза Надара Джанова как композитора и поэтессы Гунды Сакания. Это духовный концерт, премьера которого состоялась в 1992 году в Германии, и с тех пор этот духовный концерт является неотъемлемой частью репертуара Государственной хоровой капеллы. Более того, это произведение, как правило, всегда вызывает очень сильный эмоциональный отклик у слушателей, так как музыка этого произведения отличает особенная одухотворенность, трогательная, кроткая смиренность и вместе с тем мощная молитвенная сила, заключенная в слове и обрамленная музыкой. Концерт состоит из 5 частей. Первая часть – молитва. «Бог всемогущий, молим Тебя, посмотри на нас с небес». Вторая часть – мольба. «Помилуй нас, Господи, грехи прости нам, прости за наше неведение и дай нам силы». Третья часть – «Многое лето». «Великому Творцу Вселенной слава, благословенна ночь Твоя, благословен день, многое лето». Четвертая часть концерта – «Обет». «Великий Бог, сотворивший нас, молю Тебя, даю Тебе клятву на спасение души». И пятая часть – молитва. «Бог всесильный, помилуй нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Молю Тебя, посмотри на нас с небес». Итак, открывает третий международный Пицунский музыкальный фестиваль духовный концерт Надара Джанова стихи Гунды Сакания. Исполняет Государственная хоровая капелла Абхазии, дирижер Барас Уджбан. Солисты Ярна Сымсым, Аляс Абухба, Леон Барас. Уважаемая публика, хочу обратить ваше внимание, что 5 частей концерта исполняются без перерыва на аплодисменты.
Неотъемлемой частью репертуара государственной хоровой капеллы наряду с шедеврами мировой хоровой классики являются абхазские народные песни. Так было с первых дней создания этого коллектива, так эта традиция остается неизменной в наши дни. Сохранение и популяризация уникального и самобытного песенного фольклора Абхазии – одна из важнейших задач капеллы и ее руководства. Вклад Надара Чанба в эту репертуарную стратегию поистине бесценен. Без преувеличения можно сказать, что со студенческой юности абхазская песня была и остается предметом его пристального интереса и научного изучения, а его многочисленные обработки абхазских народных песен для академического хора давно стали классикой жанра. И, конечно же, в программе сегодняшнего концерта представлена и эта творческая часть наследия. Итак, 3 абхазские народные песни в обработке Надара Чанба для академического хора. Исполняет Абхазская государственная капелла «Песня о скале», солист Аляс Абухба. Oh
Юбилейные торжества всегда предполагают поздравления друзей. И сегодня в гостях у третьего Пицунского фестиваля совершенно особенный гость. Потрясающий музыкант, имя которого известно во всем музыкальном мире, артист, которому рукоплескали в концертных залах Италии, Испании, Франции, Германии, США, Великобритании, Японии и Кореи. Он выступал на одной сцене с такими корифеями мирового музыкального искусства, как Стислав Ростропович, Владимир Спиваков, Юрий Башмен, Евгений Светланов, Юрий Темирканов и многие-многие другие. И сегодня по приглашению нашего юбиляра в Абхазию приехал известный русский виолончелист Александр Князев. Это не первый приезд музыканта в Абхазию. Впервые Александр Александрович посетил нашу страну в далеком 1987 году по приглашению того же Надара Джанба. Двух музыкантов связывали теплые и дружеские отношения, а впоследствии Александр Князев стал другом и для всей Абхазии. Именно здесь, в этом храме, произошла очень интересная история, судьбоносное знакомство Князева с пицунским органом. Именно здесь, как рассказывает сам музыкант, он впервые прикоснулся к органным мануалам, и с тех пор виолончель и орган стали двумя исполнительскими ипостасями музыканта. Кстати, если вы будете посещать следующие дни фестиваля, вы можете услышать именно в этом качестве Александра Князева как органиста. Итак, у нас премьера нового сочинения Надара Джанба, написанная специально для Александра Александровича, соната для виолончели соло. Более того, на титульном листе есть авторское посвящение первому исполнителю, выдающемуся виолончелисту, моему другу Александру Князеву посвящается. Соната в 3 частях, идущих без перерыва. Тематика произведения, как поделился сам автор, воплотила картины эпической истории абхазского народа, красоту родной природы и героического духа абхазов. В музыке сонаты прослеживается тесная связь с абхазской народной ладовой мелодической моделью, а сложные технические приемы, рассчитанные на виртуозный исполнительский стиль артиста. Итак, Надар Джанба, соната для виолончели соло, исполняет народный артист России Александр Князев.
Среди поздравлений юбиляру есть и поэтическое посвящение ученика своему учителю. Я предоставляю слово студенту второго курса Абхазского государственного университета факультета хорового дирижирования Учуберия Будисин. Адунеиаҿ акыр ӡазбац изаҳаз, ауаҩра қьиара знапаҿы иҿиаз, акультура аганахьала зымҩа ҭбаахаз, зыжәлар рзыҳәан хьаҵрак ҟазмҵаз, идунеихәаԥшышьа зынӡаск даҽакзоу, ицәажәашьа акәзар еснагь илашоу, хәыцрақәак дрылоуп еснагь ԥырԥыруеи, инысымҩанеи ҳәа угәаҵырхауеи, ицәажәашьоу уеисыбжьы изнарҳауеи, ихәыцрақәа ԥсҭазаара гәыблыра дырҿиауеи, заанаҭ иагәылаку еснагь ԥхьеицауа, музыкала ауаа рыгәқәа зхәышәтәуа, иуада уанааҩнашьшыло иуҿаҷҷо ишәақәа, икалам агәышьа уанхәыцуеит зынӡак, иуаҩра иқьиара угәы аршәаҟьоит, насыԥ шԥасымоу ҳәа гәаныла исҳәоит, ашәа ԥсы ахалоит иара инапаҿы, нас иҭымҵәо инхоит жәлар ргәаҿы, ижәлар рыбзиабара иара даԥсахахьеи, ихьӡ адунеи акәакьқәа рҿы игахьеи, иҭабуп ҳәа шәасҳәоит арҿиаҩы, адунеи иадыруа ауаҩы, сахьыҟоу шәааигәа, са сзы иразҟу, шәааԥсаразы исҳәоит иҭабуп. Итак, мы подошли к заключительной части нашего вечера. Она посвящена аранжировкам шедевров мировой музыкальной классики разных эпох, стилей и жанров, выполненных Надаром Чампа для хора, виолончели и фортепиано. Они также были подготовлены к этому концерту специально для участия Александра Князева. И сегодня вы имеете возможность послушать их впервые именно в такой транскрипции. Итак, 7 аранжировок Надара Чампа исполняют Государственная хоровая капелла Абхазии, Александр Князев, виолончель, Элеонора Акуджава, фортепиано. Дирижер, народный артист республики Надар Чампа. Вивальди, Адажио.
Глюк, мелодия.
Форе пробуждения. Сен-Санс «Лебедь». Дирижирует Барас Куджбан.
завершает цикл аранжировок Шуберта «Серенады».
Еще впереди фестивальные дни. Я очень рад, что нахожусь на одной сцене с родной капеллой, и что концерт вела моя учительница, в том числе Седа Ивановна Цергуш. И также сын нашим гостям, Хиба Леварсовна. И получается еще 4 дня, поэтому до новых встреч и всего доброго.